Реклама Мара Диди. Понимаешь, да? Реклама Мара Диди, Я тебе серьезно говорю. Есть такие люди. В минусе, но зато у него реклама крутится. Не, ну вот как ты реагируешь, когда приходит тебе человек и говорит: не, у вас дорого, я лучше сам сделаю рекламу. Иди делай. Все должны заниматься своим делом. Коротко и ясно. Вот. Каждый должен делать то, что умеет. Ты же сам себе не пойдешь, операцию делать не будешь. Или зубы лечить сам себе не вылечишь. То есть есть для этого стоматологи, есть для этого хирурги. Каждый должен заниматься своим. Если ты уже решил запустить рекламу, ты хочешь продвигать свой бренд, ты должен обращаться к профессионалам. Персонажи. Привет, друзья, мы на подкасте «Персонажи». Сегодня в нашей студии наш долгожданный гость, мой друг и товарищ, директор маркетинговой компании полного цикла Хамат Арафа, Манучер Азизов. Привет, Ману. Скажи, маркетинг в Таджикистане жив или выживает? Вообще в Таджикистане профессия маркетолог, она работает или это все делается по наитию? Привет, Фархот. Спасибо за приглашение. Я рад посетить вашу студию, очень красиво. Да, давно мы с тобой намечали встретиться, никак не получалось. Сейчас постараюсь без воды ответить на все твои вопросы, и чтобы аудитории было понятно. Маркетинг в Таджикистане профессия или по наитию? Больше по наитию. Почему? Многое делается через связи, через звонки, интуицию и копирование соседей. Узбекистан, Россию. Нет системного подхода. Например, запускают таргет в Фейсбуке, не проводя никаких тестов и анализов. Но также есть молодые профессионалы, которые изучают, учатся у специалистов извне, пытаются эти инструменты более качественно внедрять и использовать на рынке. Это получается, поэтому рынок формируется, специалисты новые появляются. Поживем, увидим, что будет дальше. Но на данный момент... Что реально сейчас работает? Или просто это имитация какая-то, просто которая съедает бюджеты, да? То реально сейчас работает, в первую очередь, наверное, соцсети. Мы сами это все знаем. Мессенджеры, сарафанное радио. Там, если в какой-то группе 91-й микрорайон, там сосед поделится, скажет: я купил чаку, там по 3 самона. Вот такие моменты. Ивенты, сэмплинги работают. Не работают билборды без аналитики, размещенные там, я не знаю, возле фаровона. Звонишь по номеру, а этот телефон не работает. Не работает радио и ТВ, потому что вся аудитория уже давно оцифрованная. Она сидит в ТикТоках, в мессенджерах, в Инстаграмах. Никто не слушает радио. Только слушают таксисты, там, я не знаю, когда кого-то ждут. Или у кого нет музыки. Полиграфия, сувенирка тоже не работают. Это просто в корзину. Кому-то, если что-то понравится, оставит, остальное ты выбросишь, ты сам по себе это знаешь. Фейковые боты, накрутки вот эти вот на своей странице, это тоже не работает. То есть, если раньше ты мог удивить цифрой, там, то, что у тебя 20-30 тысяч подписчиков, вау, и все на тебя там массово начинают подписываться. Сейчас же нет. Сейчас у тебя может быть 1000 подписчиков, но у тебя просмотров 300 тысяч. А вот эти гивы и все остальное. Где-то работает. Очень много появилось людей, которые запускают гивы. Ну, это, понимаешь, это уже по-таджикски называется маркетинг. А что значит, то есть, когда ты слышишь, что маркетинг по-таджикски? Что то есть, вот один запустил, сделал, попробовал, и он пропиарился, условно. Да, он набрал аудиторию, которая ему поверила, и она с ним до сих пор. Другой увидел, а-ля Амир, тоже запускает гиф, но пытается то же самое скопировать его, да. То есть, у нас как же... Вот, например, весь город сейчас посмотри. Кто-то купил BID, сосед, к примеру, условно. Второй подходит ему, шинчхела, и он начинает ему заливать. Вот тебе маркетинг. Он ему залил, тут пошел, кредит взял, такой же BID купил, тоже гоняет. Ну, это же сарафаны. Сарафаны по-таджикски. Ты не согласен? Ну, я согласен, но я знаю, что такое сарафанный маркетинг. И он у нас очень жестко работает, можно так сказать. Но он же не монетизирован. Он не монетизирован, но гивы-то монетизировали. Они же смогли их монетизировать. Как они это сделали? Да. Они берут по 20 спонсоров,
окупают эту машину, там зарабатывают плюс-минус где-то авторитет. Ну, заработает он 5-10 тысяч самому, кто-то больше. Есть люди больше, я знаю, они прям очень большие деньги срубают на гивов, да. Но для тебя как спонсора, вот ты спонсор, это слив денег. То есть, да, где-то, если ты сгонишься за живой аудиторией, ну, ты же понимаешь, ты, условно, у тебя магазин строительных материалов. Ты подписываешься на этот гиф, а там сидят шушера-мушера, которая в жизни не купит у тебя этот строительный материал. Зачем тебе это? А наши как делают? Как? Они, давай, у меня зато будет 30 тысяч подписчиков. Я тебе дам 2000 саму, включи меня в спонсоры. Они не думают, да, вот в этом проблема. Вот в этом есть вот этот вот барьер, да, то, что сейчас мы имеем на данный момент. А как такие носители, вот, носители динозавры, да, там, билборды, листовки, они сейчас до сих пор в игре, потому что, ну, обычно, когда ты обращаешься, чтобы купить, скажем, место на билборде, говорят, что, типа, оно куплено за несколько, там, не знаю, месяцев вперед. Да. То есть, оно работает? Работает. Смотри, для некоторых работает. Я тебе объясню, как. Вот, например, был клиент, условно, мы тоже занимаемся плейсментом, выкупаем некие рекламные площадки на определенное время и перепродаем. Ну, это стандартная процедура. Был клиент, он оптовик, макароны. Он не местный. Но он очень сильно прям мечтал быть... Вот есть билборд возле рынка Фарвон, все его знают. Он самый, я не знаю, самый продаваемый, наверное, за всю историю. И когда бы ты бы не позвонил или не узнал место на этот билборд, у него еще наценка X10 для понимания. Да? Почему? Потому что он находится прям возле рынка Фарвон. Тому или иному человеку, кто хочет там взять площадку, ему выгодно. Почему? Его точка внутри, он оставляет номер на этом билборде. То есть макаронный. И вот этот клиент почти 2 квартала, он очень прям через всех пытался пробить этот билборд, взять и так далее, но в итоге не получилось. Есть такие моменты. Точечно работает. Но как раньше, если ты сейчас заметил, у нас, например, и в регионах работает очень хорошо билборды. В регионах, да. В городе нет уже. В городе все оцифровано уже, мониторы, LED-экраны появились. Ну, остановки рекламы есть, которые вот эти сетеформаты. Вот эти LED-экраны, они чем эффективны? Например, если они для ходячих людей, то, ну, окей, ты можешь остановиться, смотреть. Красивая картинка, во-первых. Во-вторых, в билборде ты не сможешь дать столько информации сразу. Сейчас Ну, например, я остановился на светофоре, да, к примеру. Там стоит монитор. Да. В него загружено там какое-то количество рекламных роликов. Именно тот рекламный ролик, который должен на меня подействовать, он уже прокрутился. Либо я приехал на светофор там, к концу. Ну, поэтому рекламодателям данных площадок предлагают несколько экранов по той улице. Понимаешь, да? То есть, если это проспект Рудаки, и Солмони, условно, ему сразу предлагают взять 5. Ему не говорят, возьми 1. И ему оптом дают 5 по цене 2, условно. Почему? Потому что вот эти моменты работали. Эффективность что была. Метрики что были. И то метрик нету таковых. Но им звонки, им главное звонки, лиды. Если бы эта реклама не работала, ты думаешь, там бы было бы по 50 клиентов на одном мониторе? Ты прикинь, 50, 25, 30, когда как роликов. Сезонный, когда вот эти скидки, 8 марта и так далее, там вообще. Рекламодатель туда идет по наитию, что ли? То есть, либо он получает отдачу от этого, либо... Кто-то получает отдачу. Либо он... Кто-то для имиджа идет. Реклама Эмара Диди. Понимаешь, да? Реклама Эмара Диди, Я тебе серьезно говорю. Есть такие люди. Я тебе серьезно говорю, он в минусе, но зато у него реклама крутится. Для чего? Но это для странно. Самоудовлетворения. Есть такие клиенты тоже у нас. По листовкам что? Вот мы говорили про баннеры. Сейчас вот эти брошюры, листовки там, когда раздают, это работает или... Нет, это умерло уже. Конкретно умерло. То есть я могу это заявить прям. Почему? Потому что каждому человеку, даже если тебе дают листовку, ты ее выбрасываешь автоматом, не читая.
Есть для этого таргетированная реклама в социальных сетях, сейчас еще больше ее используют. То есть, нежели потратить 1000 самон на 1000 штук, ты можешь эти 1000 самон потратить на Facebook, на 3 поста. 3-5 дней интервал. Но люди же все равно заказывают, нет? Ну, заказывают, да. И Где-то работает в супермаркете, вот когда ты что-то покупаешь, и там тебе этот же супермаркет кидает свою листовку. Там выиграй стиральную машину, набери 500 купонов, ты это прочитаешь. Это в супермаркете. Но на улице тебе когда дают, ты читаешь? Или ты подходишь к машине, у тебя на лобовом, вот эти рестораны еще сейчас же клеят же, вот больше всего бесит. На лобовой тебе наклеят же, и думают, я с Айни поеду к нему взяв листовку, сразу, наверное, поеду к нему в ресторан, в Карабулу. Ну, я иногда читаю. Потому что, Не знаю, мимолетом читаю. Мы для себя, да, вот понимаем, то есть для нас, для компании, лучше всего, когда у нас заказывают все. Лучше всего. Но мы сейчас с тобой говорим об эффективности в целом для бизнеса. Да. А не о том, чтобы просто компания там вроде нас заработала деньги. Мы говорим об эффективности. В эффективности листовках нет эффективности. Для тебя будет эффективнее эти деньги потратить на таргет в социальной сети. Согласись, 200-300 тысяч людей увидит. Где ты 1000 штук напечатал. Ты настроишь метрики, целевую аудиторию, все четко сделаешь, там, женщины, мужчины, кто тебе нужен, например, по твоему бизнесу, ты уже же понимаешь, кто твой конечный клиент. Ману, как продать себя, не распродавшись? То есть, давай представим ситуацию, что я владелец бизнеса, небольшого, маленького, и у меня есть всего 1000 самон. Куда мне пойти? В соцсети? Или на тот же монитор? Или напечатать, не знаю, брошюры эти раздавать? Ну, что ты посоветуешь? Я посоветую идти в соцсети, но с умом. То есть, как я сказал, проанализировав, во-первых, свою целевую аудиторию и запустить таргет. Билборд, аудио, билборды, ролики, то есть это водители, случайные прохожие, которые не запомнят даже твой номер телефона. Понимаешь, да? То есть сейчас реально приводят клиентов в соцсети? Большинство клиентов, да. Или просто это лайки, не знаю, соседей, друзей? Ну вот смотри, я тебе можно задам вопрос? Давай. Когда в последний раз ты заказывал, увидел в Инстаграме что-то, и ты заказал это? Позвонил, посмотрел, поехал. Вот давай на этой неделе. На этой неделе? Даже кушать. На этой неделе ничего не заказывал. Ты хочешь сказать, ты не смотрел никакой ресторан, где покушать пойти, или же какие-то шмотки себе купить, или же, я не знаю, там для сына книжку. Ты не искал в Инстаграме? Нет. А как искать в Инстаграме? В смысле, как искать? Там книжка забей, выйдет куча уже магазинов книжек местных, которых ты можешь найти. Но если бы этот местный магазин книжек настроил правильно свою рекламу, вот эти 1000 самон, которые ты сейчас говоришь, то у тебя бы сразу оно всплыло. И у тебя оно будет всплывать после того, как ты просто книжки написал. Понимаешь, да? Один запрос твой книжки у тебя где-то в течение 2-3 дней автоматом алгоритм так делает, то, что тебе будут выходить книжки. Или ты один раз нажал на всплывающую рекламу, которая тебе просто попалась в Инстаграме, там, я не знаю, чехлы для автомашины, цветом тебе понравились, да, ты зашел, и будут тебя 3-4 аналогичных будут тоже всплывать. То есть, как раньше было. А вообще, в целом, если на 1000 саму ничего не сделаешь. Ну да, можно таргет запустить. Иди домой базар сделай. Вот тебе совет. Базар не сделаешь за 1000 самон. Я тебе сейчас просто такую цифру назвал. $100, да, и то это уже не $100. Не, ну смотри, ты говоришь... 3 поста ты проплатишь на 3-5 дней. Один рилс запустишь на 5 дней. Смотри, на $20. Я не знаю, вот 1000 самон, да, вот 200 самон ты отдал какому-нибудь знакомому рилсмейкеру, он тебе сделал. Нашел, да, там через канву сам что-то там сделал, я не знаю, шрифт какой-то поставил, и то это сработает или нет, не знаю, но на 1000 самон точно ничего не сделать. Но если у тебя есть картинка, постер, рилс, какой-то контент, или ты сам что-то снял, вот у нас еще очень это сильно сейчас работает, когда вот что-то рассказывают же,
Рилсики запускают короткие. Работает же. Не, ну вот как ты реагируешь, когда приходит тебе человек и говорит: не, у вас дорого, я лучше сам сделаю рекламу. Иди делай. Ты так реагируешь? Да, иди делай. То есть Я уже знаю, что это за клиент. Я уже понимаю, что какая беда с ним будет у меня дальше. И если ко мне приходит, и он не готов, мы не сливаем, да, его деньги. Мы ему показываем, потом результат говорим, что как. Он сам видит эффективность. Есть клиенты беда. Вот это называется клиент беда. Я их так называю. То есть мне лучше за 1000 самого я точно с ним разговаривать не буду. Да, я с ним поздороваюсь, все ништяк. Мы пожмем друг другу руки, он пойдет к кому-нибудь. Ну, есть компании, которые за 1000 самого ему сделают. Мы нет. Точно нет. Какая ошибка в рекламе, которая часто повторяется, ты уже устал ее объяснять? Реклама без цели. Понимаешь? Обоснуй. Обоснуй тем, что вот говорят, дай мне клиентов. Ты ему каких, сколько, что. Он сделайте мне красиво. Как сделать? Что сделать, например? Понимаешь, да? Вот. То есть вот это без ТЗ, у ТП нету у него магазин одежды, но у него нету эксклюзивности. Он требует, покупает у тебя СММ условно, берет пакет на месяц, тестовый еще говорит. Ты говоришь, хорошо, но ты ему объясняешь, что за месяц мы тебе, что мы сможем тебе дать, да, например, за месяц. Мы только начнем работу туда-сюда. Вот эти вот требования, когда месяц заканчивается, нужно красиво. Они учителей включают, то, что вот месяц этап прошел. Они уже специалисты же за месяц во взаимодействии с командой твоей. То есть они работают с твоим копирайтером, СММщиком, дизайнер уже у него есть. Условно, он уже все по согласованию с клиентом же все это делается. Все эти моменты. Редко кто доверяет, говорит, делайте, что хотите. Ребята, мне главное результат. То есть за месяц нельзя получить результат? Нет. Нет? Но если мы с тобой вольем бюджет, конкретный бюджет в месяц, то есть мы привлечем звезду, комика, я не знаю, что-то такое, да, сделаем, где аудитории будет интересно, ты все равно потратишься, а просто так на самотек пускать, ничего не будет. Это не сработает вообще. То есть, если у тебя ресторан, условно, да, у тебя вкусно, у тебя красиво, и про тебя никто не знает, ты там же должен устраивать вечеринки, чтобы туда пошел Фарход, через Скандар. Мы пришли, мы поняли атмосферу, или же пригласили бы, я не знаю, там, Акназарову, как петь, да, творческий вечер Акназаровой, запускаешь рекламу, у этого ресторана уже появляется аудитория. Они же просто так, то, что он каждый день, там, в неделю будет выкладывать посты, у меня такая кухня, у меня такой караоке, у меня такое сякое, то есть я такой крутой. Если реклама не сработала, кто виноват в этом? Клиент? Оба. Оба? Я считаю, оба. То есть, а почему? Нужно... может, это креатив виноват, рынок виноват. Кто виноват? Клиент виноват, если дал неполные данные. То есть, мы продаем все, он говорит, но не говорит конкретно что. Или же, как я сказал, уникального у него нет предложения, да, для аудитории в этом случае. Или же креатив виноват, то, что если не видно его визуальную рекламу, да, сделан постер неправильно, там некрасиво, не вызывает, не привлекает в этом духе, да. То есть, если вот за креатив отвечаете, например, вы, если такая ошибка произошла, какие мы ваши действия? берем вину на себя. То есть что, вы мы исправляете? Переделываем, делаем бонусы. Или возвращаете деньги? Нет, мы делаем бонусы. Никогда не было случая, чтобы от нас требовали возврата денег. Мы стараемся быть гибкими. То есть, да, ты понимаешь, сфера услуг, она сама очень сложная. Вы сами вот в сфере услуг, вы понимаете, что не всем угодишь. И вообще не угодишь. Как бы ты ни крутился, ни вертелся, все равно найдется умник, который умнее тебя. Поэтому мы стараемся быть гибкими, мы стараемся получать хорошие отзывы от клиентов. Мы даем им бонусом. То есть, словно, если он заказал логотип, да, для своего, я не знаю, магазина, там, я не знаю, интернет-магазина, и ему не нравятся варианты логотипов, но мы по контракту должны ему 5. Мы еще 3 сделаем бонуса. Но перед тем, как делать эти 3 бонуса, клиент уже четко заполняет бриф.
который мы ему вначале давали, а он говорил: времени нету, ой, вот здесь вот так. И мы говорим: ладно, оплачивайте сумму, мы начинаем. Они оплачивают всю сумму, мы начинаем. Бриф, вот примерно вот такие логотипы, вот такие цвета должны быть. А по факту потом ему не нравится. Из-за чего? Из-за того, что не было четкого ТЗ. Дизайнеру в цветах. То есть это клиент сам должен сделать? Нет, клиент не должен. Он бриф должен заполнить элементарно. Но если он не умеет. Вот как, в смысле, например, не умеет заполнять бриф? Как? И смотри, Фарод, существует? Ты мне скажи, у нас как очень легкие понять? брифы. Вот именно под нас. Я тебе даже скину. Под наш рынок. Я знаю, что такое брифы. Например, очень легкие брифы. Не, легкие. И в заполнении... Для чего нужен этот бриф? Ты там пишешь, скажем, какая компания, что еще? Свойства своего продукта. Не всегда. Что еще? Основное, что ты хочешь. Ты пишешь цель, да. Какой ты цвет предпочитаешь, пишешь? Цвет чего? Цвет своего лого. Который ты уже себе... Я тебе так скажу. 90% заказывают у себя логотип. Они уже себе в голове его представили. Прежде чем к тебе прийти. У них есть уже некое представление. Это будет орел или собака на нем, или хот-дог, или гайка. Ты понимаешь, да, будет какой элемент. Он уже себе представил. 90%. Я тебе, вот из опыта, вот сколько раз в рекламе? 15 лет, я тебе скажу. Я дизайнером начинал сам графическим. Они уже понимают, что они хотят хотя бы на стадии начала. И он тебе может бриф заполнить. Он тебе может написать: у меня там должна птичка быть. И снизу птички линия. Я хочу. Я о чем говорю? Существует ли простой человеческий способ понять, реклама работает без всяких этих дашбордов, метрик, не знаю, какой-то черной магии? Да. Как это можно понять? Есть несколько вопросов. Это обычный телефонный звонок, когда тебе звонит клиент. Ты можешь ему задать 2 вопроса, спросить: здравствуйте, да. А после того, как ты с ним переговорил, можно 1 вопрос задать: откуда вы узнали про нас? Кому не лень, он ответит. Ты уже понимаешь, что да, я давал рекламу. Он скажет: телевидение. Ты когда используешь несколько каналов, ты для себя можешь отследить так метрики. Также чек-лист для соцсетей. То же самое, да, посты с продажами, и ты под одним постом, у тебя везде идет реклама, но ты под этим постом ты укажи промокод Али. То есть, и когда тебе указывают промокод Али, и ты запустил таргет, ты понимаешь, что с промокода Али у меня пришло 200 человек, а здесь я слил, кучу денег. У тебя уже формируется, да, картинка, что зачем я слил туда, когда я могу работать только по этому каналу. Также старый добрый спрос на месте. То есть, когда к тебе пришли. Многим приходят. Не у всех сейчас развита доставка, вот эти моменты. Все равно приходят, да, на бум. И говорят: мне Фарод посоветовал, я пришел. То есть, сарафанное тоже работает. Я приходил месяц назад, мой друг у вас стригся. Прическа аж четкий был. Марам, купи меня прическа. А где заканчивается умная экономия и начинается маркетинговый суицид? Умная экономия – это нанять дешевого дизайнера. Первое. Отказаться от копирайтера полностью. Я сам могу писать текст и так далее. Купить самую дешевую рекламу, например, билборд где-то там. Непонятно где, хотя он к тебе отношения не имеет. Не платить за таргет, а делать постоянно посты каждый день. Это признаки умной экономии, да, то есть ты понимаешь, да, когда ты нормального дизайнера не нанимаешь, он умеет работать только в Canva и с Figma шрифтами, ничего не вырезать человека нормально, или этот стакан не сможет, ты экономишь зато. Обыватель на это обращает внимание? Конечно. Как сейчас на всех влияет красивая картинка, на всех. Для чего вот эти гаджеты? Для понтов. Салам алейкум. Сам ответил. То есть, красивая картинка влияет. Очень сильно влияет. Именно еще на нашем менталитете. Я не имею в виду, например, да, продукт хорош. Не знаю, какой-то шрифт использовали, написали приходи, купи, что-то. Как этот шрифт может на меня влиять, если я вижу, что продукт качественный? Качественный, если у него нет картинки нормальной.
Не, ну... Если он сфоткан, я не знаю, на 3310. Я сейчас про шрифт. Я тебе в целом об картинке, а шрифт и Не про типографика в фотопродукт, постере. не видео. Смотри, заголовок, даже сам копирайт важен? Может быть. В смысле, ты мне как маркетолог, ты говоришь... Да, важен, да, но... А если человек не соображающий в копирайтинге, в призывах к действию, мы с тобой работаем для чего? Мы аудиторию должны призвать к действию. Если на твоем постере нету призыва ни к чему, ты не обратишь на него внимания? Или не будет хотя бы элементарно вот эта скидка 35% на все? Ману, я сейчас выступаю в роли простого обывателя, да, то есть человека, который имеет просто бизнес, да. И, например, я с тобой говорю про шрифты. Почему? Да, то есть компоновку этих шрифтов, которые простые люди не знают. Например, я вот вижу, да, например, в рекламе, когда используют, ты думаешь, как? То есть эти вещи важны или не важны? Для простого? Ну, вот я захотел, ну, скажем, я простой там бизнесмен, я захотел сделать рекламу сам. Я взял там, не знаю, накидал каких-то шрифтов, сфотографировал свой продукт и поставил его на рекламу. Но если ты делаешь это сам, то ты это будешь делать по-любому. Ты это выложишь. Это сработает или нет? Нет. Почему? Кому-то сработает, но не так, как когда ты обратишься к профессионалам. Я тебе объясню. То есть, когда ты обращаешься к профессионалам, там работает над этим, во-первых, дизайнер. Во-вторых, если это продукт, его фоткает фотограф. В-третьих, делают какой-то креатив, который запоминается. Делают его вариаций несколько. Предлагают тебе 4-5 продающих текстов. Понимаешь, да? Ты сам это сможешь сделать, ты когда этого всего не знаешь? Это как я сейчас... Не знаю, я видел дизайнеров в Word. Не, смотри, я видел ребят, которые вот... И сейчас каждый день вот у нас, кстати, открыта вакансия графического дизайнера. У нас их 3, кто дополнительный нужен. Вот сейчас присылают резюме, портфолио, ребята хотят попасть в команду. Я дизайнер, да, вот он пишет, я дизайнер, умею работать, там у него вот эти вот еще есть векторы измерений. И это Canva 98%. Иллюстратор 16, Corel Draw 20, но у него Canva 90, Photoshop там 50, Figma еще появилась. Помимо Figma, Canva, это все телефонные приложения, не ПК, не на телефоне. И он дизайнером себя считает. А когда у тебя в ТЗ для поиска найма дизайнера, у тебя четко расписано, какие программы он должен знать, там никаким боком Canva не написано. Никаким боком. Потому что я считаю, как дизайнер-динозавр, да, в Сингапуре, что это не дизайнерская программа. Это программа для любителей, которые не профессионально, да, то есть для любителей, которые хотят делать, как ты говоришь, свой контент сам. И для меня, чтобы создать постер, то есть нам, во-первых, дизайнер должен понабраться, там, я не знаю, референсы посмотреть. Ну, в Canva же есть тоже референс. Ты не понял, это другое. Что, взял ты шаблон, смотришь референсы, нет, заклеил, блин, и нет, ушел. Ну, видишь, вот в этом проблема. Я сам сделаю, как ты сейчас сказал, делай сам. Я тебя пошлю, скажу, иди, делай сам. Ты же саму, ты же... ты получишь один постер, половину постера. Короче, мы тебе дадим половину креатива, которого начали. Ты сам, как обычный обыватель, для тебя окей. Ты сделаешь в Canva, выложишь это, ты получишь какой-то результат, maybe, если ты правильный таргет запустишь. Брат, давай в глаза правде смотри. Ману, соцсети бог или баг? Какая сейчас соцсеть в Таджикистане номер один по влиянию на кошелек клиента? Инстаграм. Телеграм дышит в спину. Почему? Инстаграм – это, визуальная культура, вот эти моменты, красота. Таджики же любят красоту, картинку, красивые видео, фото, еда, одежда, свадьбы. То есть Инстаграм номер один. Сейчас вот по... Именно, как ты сказал, да, вот какая соцсеть повлияет на кошелек. Именно Инстаграм номер один, молодежь ТикТок,
Телеграм дышит в спину Инстаграма. Ну, Фейсбук более... Телеграм это же больше там используются мессенджер. мессенджеры и группы. Группы, как я сказал, какой-то махала открыл группу, и в этой группе Фарход пишет: Дина Харидум Айпайкар, манная каша ромашка. 4 из этой группы пойдут купят манную кашу ромашка. Почему? Потому что Фарход написал. А что сейчас больше цепляет? Видео, карусельки, тексты? Что именно, вот если брать Инстаграм? Короткие видео до 15 секунд. Рилсы. То есть ремонт до-после. Да? То есть человек снимает до, показывает после. Процесс готовки. Очень сильно мы залипаем на этим, ты сам понимаешь. Там, или же, я не знаю, юмор. Какой-то там случайный мем там залетает. Фотокарусели с ценником. Это четкая тема. Да, для вот магазин одежды. И там поло, и там аж 6 вариантов с ценниками. Почему нет? Работает. А как часто надо делать посты, чтобы не быть спамером? Я бы сделал Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Один пост в день в Телеграм, там какой-нибудь новостной. Даже в неделю в Телеграм можно сделать 3, в Инстаграм где-то 5 можно. Это 3 поста, 2 сторис, рилсы, микс. Но ежедневно, смотря что, Фарход. Вот так я тебе скажу, смотря что. Если это новости, то каждый день. Условно, Marketplace. Сейчас мне очень нравится подход лак-лак. То есть в рекламе, в маркетинге. Именно вот из местных, я даже не постесняюсь сказать, они очень грамотно используют свой бюджет. Если вот маркетологи, наверное, со мной согласятся. Они взяли, подписали блогеров, вот тебе кейс, да, блогеров, аудиторию разной ниши, сделали их продавцами на своем маркетплейсе, дали им промокоды и условно вот с помощью них они генерируют себе аудиторию. То есть для маркетплейса это нормально. Магазина нормально, какие-то новинки, вот акции, фишки, это работает. Для бизнеса, компании 3, максимум 5. Это если там 2 коротких рилсика и в общем 5. Это со сторисом вместе вот 5 потолок. Мне кажется, вот реально, да, и так и команда зашиваться не будет этих SMM специалистов, потому что все равно ты каждый день не можешь говорить об одном и том же по-разному. Да, тренды появляются ежедневно, это генерируется каждый день, согласен, но на твою страницу подписались же не из-за трендов, а из-за твоей продукции, из-за твоих услуг. Будущее рекламы. Это когда? Есть какое-то ощущение, куда это все идет? В данный момент у нас именно? Да. Есть ощущение, что идет все движется к гибриду традиции и диджитал. Отставанием на 2-3 года от соседей. То есть, что не хватает у нас? Я не знаю, я буду, наверное, одним из тех, кто это постоянно говорит. Кадров не хватает, брат. Жесткая нехватка кадров у нас. В целом по стране. И именно по части маркетинга. Ну, вы же делаете какую-то рекламу, скажем. Много агентств, которые есть, да, там SMM-агентства, рекламные агентства. Насколько я знаю, они постоянно делают все стандартное, такое слащавое, которое не имеет ни креатива. Беда. Определенный стандарт. Отработанный шаблон, реклама мыла или там реклама порошков. То есть я не видел за последнее время никакого креатива. Я видел. Где? Последний раз один банк снял Reels. Очень крутой Reels. И именно про традиции. Они к Наврузу, кажется, да, к Наврузу сняли. Только олив? Хумо. Хумо? Да. Вот это они смешали традиции с современным битом. И команда их дизайнеров там вот бэк-офис танцуют. Ты не видел это? Я видел. Очень круто. Я видел этот креатив.
Но это же не рекламный креатив. Зато какое отношение к бренду Хумо появилось? Ну, Нельзя после этого просмотра. Там не было врезано никакого продукта. Никакой продукта, не реклама, да, но в целом ты посмотрел. Имиджевый ролик. Почему нет? Ну, я на Навруз видел много роликов разных. Да, от разных. И все пытались... Тебе зашло что? И все пытались креативить. Да, но зашел же этот ролик. Не, команда Хумо, она крутая. Ты мне сейчас задал, мне сейчас задал вопрос, кто в данный момент я про рекламные агентства я говорю. Я не говорю про отдельные команды маркетинга. Это беда дедлайнов. Я вот так тебе скажу. Беда, мне нужно это вчера же есть. Не дают времени агентствам, компаниям подумать, разработать, проанализировать точечно, получше, не выделяют бюджетов определенных, которые требуют этот креатив. Если я решил взорвать машину, значит, давай взорвем машину. Не будем мы с тобой торговаться, а возьмем и взорвем ее к чертям. И получим свои просмотры, хайп. Беда в этом. Беда в том, что сжатые сроки, нет бюджетов, и клиент думает, что он знает лучше всех. Он считает, что он все равно он знает лучше. И когда ты начинаешь его переубеждать, объяснять, для этого нужно время. Время нужно самому рынку. И дело не в агентствах, как ты говоришь, я не вижу креатива туда. Я, например, знаю продакшн-студии, которые местные ребята, которые по полгода рекламный ролик сдают. Стой обычный. Нет, но делают мы с тобой... конечный результат делают классно. Да. Мы с тобой были на многих мероприятиях зарубежных, да, видели, то есть маркетинговые площадки, на всяких конкурсах, фестивалях. И мы там восхищались тем, что творят там местные, скажем, агентства рекламные, тот креатив, который они дают. Но видишь как? Почему-то здесь у нас у каждой компании есть свои маркетологи, есть свои внутренние СММщики. Особое доверие рекламным агентствам нету. Почему? А это происходит так. То есть рекламное агентство – это дорого. То есть легче иметь маркетинговую команду, и которую руководитель будет давать задания, давайте делайте что-то. Намного дешевле, чем рекламное агентство. Не, если работать с рекламным агентством на KPI, то будет выгодно. Если ты рекламному агентству говоришь, давай вот такой-то заказ, условно, на вот такой-то продукт, и я тебя не ограничиваю в бюджете, делай креатив. У нас есть такие есть, конечно, мы. Я имею в виду, есть такие компании, которые заказывают такой креатив. У нас были клиенты. То есть открытые бюджеты. Да, говорит, предложите идею, делайте. Почему и где вы эти идеи? Мы делаем, но сроков нету, я тебе еще раз объясняю. Сжатые сроки дают. Они говорят, нам нужно срочно вот этот продукт реабилитировать. То есть, или же срочно его нужно продать. А у них дедлайны горели, они только вспомнили, что им нужно запустить рекламу, и вот это все влияет. Ты вот говоришь, мы с тобой ездили на разные мероприятия, мы видели креативы, мы вдохновлялись, да, мы для чего ездили, чтобы свой кругозор повысить там, послушать зарубежных экспертов. Вообще, как я видел кейсы, мы с тобой видели, которые без бюджета делаются, но с какими сроками? То есть идеи сумасшедшие, они приходят, не каждый на них соглашается. То есть у нас проблема в чем? Еще у нас очень любят пародию, я тебе еще раз говорю, то есть копировать кого-то. Ну, это да, это само собой. Это менталитет. Если я одел вот эту куртку, она четко смотрится, я поделюсь с кем-то, он пойдет купить эту куртку. Он не захочет выделиться. Он хочет выделиться, но зачем ему выделяться, думать, ломать бошку или этот он... Я возьму, как он сделаю? Скопирую. И все. Или же вот думают, вот аматора, какие крутые и так далее. Мы тоже будем делать. И
не получается у них, закрываются. То есть, вот проблема. Ману, что ты посоветуешь тому, кто хочет начать продвигать свой бизнес? Доверять, во-первых. Если ты решил обратиться в команду, компанию или же к специалисту, в первую очередь бэкграунд его изучить, посмотреть портфолио, с кем он работал, кейсы. Во-вторых, бюджет сразу на берегу обсудить лучше в рамках квартала, какой бюджет ты понимаешь уже. Если ты только начинающий бизнес, ты уже понимаешь, я готов потратить условно 5000, $2000 на квартал. Ты уже... То есть, вот это все на доверии должно строиться между агентствами и клиентами. Все должны заниматься своим делом. Коротко и ясно. Вот. Каждый должен делать то, что умеет. Ты же сам себе не пойдешь, операцию делать не будешь. Или зубы лечить сам себе не вылечишь. То есть для этого стоматологи, есть для этого хирурги, есть для этого машину чинят мотористы там, и так далее. То есть каждый должен заниматься своим. Если ты уже решил запустить рекламу, ты хочешь продвигать свой бренд, ты должен обращаться к профессионалам. Как по твоему представлению должен выглядеть настоящий маркетолог в 2025 году? Он должен уметь продавать, либо вдохновлять, либо просто тупо танцевать в рилсе. Во-первых, он должен понять боль клиента. Понять клиента в первую очередь, маркетолога, обязан. После он должен послушать, понять его продукт, что это вообще в целом. И после уже начать действовать. Делать стратегию маркетинговую, анализы, внедрять это. Следить за этим, чтобы это все делалось вовремя. Как запланировано, как по плану. Продавать маркетолог обязан продавать. Он для этого и создан. Эта профессия вышла для того, чтобы были продажи. Для отдела продаж. Маркетинг генерирует лиды, генерирует продажи, генерирует клиентов. Отдел маркетинга – это деньги, в которые нужно вливать деньги. Он будет приносить деньги. Это как машина, в которой нужен бензин постоянно. А от объема уже зависит, как она поедет. Что, перейдем к Блицу? Готов? Давай. Таргет или наружка? Таргет. Инстаграм или Телеграм? Инстаграм. Охваты или продажи? Продажи. Сделать самому плохо или отдать агентству дорого? Отдать агентству. Одно клише в таджикской рекламе. Махада медуну. А? Махада медуну. Что вас бесит в клиентах? Недоверие. Что вас бесит в коллегах? Непрофессионализм. То, что понаобещают, там, я не знаю, ракету построить. В целом быть честнее с клиентами. Демпинг. Самое главное, не демпингуйте, братья. Братья, сестры. Все вместе. Хватит. Окей. Какую рекламу вы бы никогда не взяли за хорошие деньги? Бесплатную. 3 слова, которые убивают любой бриф. Манам и доном чмехом. Что первое вы проверяете в чужом инстаграме компании? Статистику. Рекламный ролик, который вы до сих пор вспоминаете? Очень много, но один из любимых Mercedes GS, где курица головой же кивает. Ну так делает. Ты понял, да? Ну, кто видел, тот поймет. То есть это одна из запоминающихся и любимых. И я тебе скажу, самая гениальная реклама, которую я видел с минимальным бюджетом. Вот тебе креатив на самом деле. Ману, и главный вопрос, с каким персонажем ты себя ассоциируешь? Волк с Уолл-стрит. О, да. Леонардо. Не, дело не в Леонардо, а в самом персонаже данного фильма. В продажах, в суете. Мне очень нравится это. То есть импонирует мне, близко мне. Мне нравится то, что он кайфовал от продаж больше, чем от всего остального. Кайфовал от того, что как другие продают. Спасибо, что пришел. Рад был тебя видеть. Взаимно. Спасибо, брат, что пригласили. Процветания, миллионных просмотров и удачи. Давай, пока.
Персонажи